Всем привет! Меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал. Вот и наступил 25-й год, полный перемен и новых возможностей. За это короткое время мы пережили аномальные холода до минус 52 градусов, хотя это не аномальные, это норма, да? Это норма. И аномально теплую погоду до минус 9 градусов, и это в январе. Такого никогда в моей жизни не было, и это было просто чудо и удивительно. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. А сегодня, 29 января, минус 35 градусов, очень тепло, почти весенняя погода в виде солнышка, как вы сейчас видите. И вот мы уже живем в нашем уютном доме полгода. Мы уже столкнулись с жаришкой летом и экстремальной зимой. А я напоминаю, что разница температур летом и зимой почти 100 градусов. Спасибо, папаша! Наш дом зимует уже, по-моему, 3-й год. 2 года он зимовал без нас. Мы приходили и делали ремонт, да, невозможно было жить. И вот мы уже прям всеми клетками нашего тела ощущаем, как вот жить в частном доме. Поэтому это был лучший Новый год в нашей жизни. Мы поставили огромную елочку, мы приготовили много-много еды на нашей новенькой кухне. И давайте мы перейдем к нашей новенькой кухне. Еще осенью наша кухня была на стадии проекта, а сейчас она воплощена в жизнь. Кухню мы закончили ставить только накануне Нового года, и Новый год снова прошел в спешке. Я надеюсь, что в этом году мы встретим следующий год довольно размеренно и спокойно, никуда не спеша. Кухонную гарнитуру мы приобрели в мебельном магазине СК Мебель. Она нам обошлась в 98 тысяч рублей без учета столешницы. Всем привет! Сегодня мы едем покупать нашу долгожданную кухонную мебель, воспользовавшись днем скидок 11.11. Погнали! В этом видео я расскажу о том, как мы купили и собрали нашу кухонную мебель. О кухонной мебели мы мечтали прямо с момента постройки нашего дома. В полупустом доме мы постоянно фантазировали, воображали, как будет стоять кухонная мебель. У нас столько раз поменялась планировка нашей кухонной мебели. Помните, я когда-то рассказывала, что мы хотим сделать П-образную кухню. Эти планы, конечно, поменялись. Мы разделили на 2 части и сделали кухню с 2 углов. Одна зона — это у нас будет зона для приготовления пищи. Там будет стоять холодильник, духовка, микроволновка, плитка, вытяжка и так далее. А другая сторона — это у нас барно-моечная часть. Там у нас, конечно же, будет посудомоечная машина, большая раковина и, естественно, барная зона. О барной зоне я мечтала со школы. Как это произошло? Есть же магазин «Вавилон», который находится в Петра Алексеева. Там был мебельный салон. Я уже не помню, как он назывался. И тогда я увидела розово-фиолетовую барную зону. Она была такая шикарная, с подсветкой, будто оформление Букиных на ТНТ. Это было так популярно. Я так мечтала о этой кухне. Я всегда твердила, что у меня будет на кухне барная зона. Я его, мать его, купила. Начну с того, что я подписана почти что на все мебельные салоны нашего города. Ну, это очевидно, у нас дом полупустой, мы недавно переехали. Я рассмотрела уйма вариантов кухонной мебели. И, как я помню, где-то месяц назад мне понравилась модель Прага. Он был прям идеален во всех смыслах в моем представлении. Она у нас белая, модульная, Г-образная с 2 сторон, и называется она Прага большого размера. А столешницы мы приобрели в магазине Билмарт. Там, оказывается, самые дешевые цены на столешницы при том же качестве. Они нам обошлись где-то в 15 тысяч, по-моему.
В итоге мы приобрели у них 3 столешницы. 2 столешницы в 3 метра 60 сантиметров, это стандарт. И для барной стойки мы взяли столешницу в 3 метра 80 сантиметров. Поэтому при покупке столешницы я рекомендую магазин Билмарт. Мы очень сэкономили в цене и не потеряли в качестве. Собирали кухню сами, вечерами с братьями после работы. Это был настолько невероятный опыт, что я вдохновилась, собрала кроватку для мамы, а также вешалку. Всем спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-либо истории по строительству, рассказывайте, а если есть вопросы, спрашивайте, я с радостью на них отвечу. Если вам понравилось, ставьте лайки, не обязательно подписываться. Всем пока!